Ассаламу алейкум всем. Значит, мы с вами приходили к решению третьей задачки из областной олимпиады. В Таджикистане это я имею в виду, да? Значит, третья задачка имеет такое условие, то есть разделение на множители. Очень интересная тема для восьмиклассников, поэтому я надеюсь, вы будете до конца видео посмотреть и ознакомиться с решением данной интересной задачки. Ребята, для нахождения наших видео вы можете что сделать? Просто перейдите по ссылке по плейлисту конкурсные и олимпиадные задачки, или же в конце видеоролика вы можете по ссылке перейти к следующей задачке из олимпиадных задач. Ну что ж, начнем. Значит, ребята, вот в ваших экранах вы видите третью задачку олимпиады. Мы должны разделить данное выражение алгебраическое на множители. Для этого что мы делаем? Сначала нам предстоит раскрыть все скобки, потом перегруппировать данные полученные выражения и найти общие множители, и еще раз, опять-таки после всего этого разделить на что множители. Ну, очень легко. Давайте сделаем так. Сначала, как я вам уже сказал, раскроем скобки. Если раскрыть, что у нас получится? xy в квадрат минус xz в квадрате плюс yz в квадрате минус yx в квадрате плюс zx в квадрате минус zy в квадрате. Я уверен, что всем это что понятно, да? Нет необходимости объяснить это. То есть во всех этих случаях, в трех этих случаях, мы использовали формулу А умноженное на B плюс C. На таджикском этот закон говорят قاعده تقسیم شوی ضرب از روی جمع, то есть правило перераспределения умножения через суммы, да? Это равен чему? А умноженное на b плюс А умноженное на что? На c. Все. Эту формулу использовали и раскрыли все скобки. Теперь нам предстоит делать перегруппировку. Мы группируем какие члены. Вот этот член с этим членом. Потом еще раз. Вот здесь yz в квадрат, вот две эти члены. Потом этот член мы давайте лучше всего перегруппировать с этим членом. А этот член перегруппировать этим. Что у нас тогда получится? Значит, ребят, из двух этих членов мы вынесем за скобки общий знаменатель. То есть у нас в нашем случае это y в квадрате. Y в квадрате останется x минус z. А из двух этих плюс y мы вынесем за скобки. У нас останется z в квадрате минус x в квадрате, который по формуле сокращенного умножения дает z минус x и z что? Плюс x. Вот. А теперь из двух этих членов вынесем за скобки xz. Что? xz. Если вынести за скобки минус xz, то у нас здесь останется только 1z, а здесь останется 1 что? X, то есть минус x.
Теперь вот смотрите, ребят, у нас здесь есть z минус x, здесь тоже есть z минус x, а здесь у нас есть x минус z. Поэтому мы должны их привести к одному виду. Давайте пусть оставим первый член, а остальных пишем, если заменить плюс на минус, то мы можем написать это x минус z, как разность, в обратном порядке. Потом z плюс x. А здесь тоже вместо минус мы должны были написать, что плюс. Плюс. Вот у нас xz же напишем, потом x минус z. Теперь вынесем за скобки x минус z. У нас останется что? Y в квадрате минус y вот мы это вынесли, yz минус yx плюс xz. Еще раз делаем группировку внутри второй скобки. Вынесем y из этих двух членов. У нас y минус z. Из этих двух вынесем минус x. У нас останется y минус z здесь. Еще раз, это же общий множитель. Вынесем за скобки. Здесь z. x минус z. X минус z. Здесь y минус z. А здесь y минус x. Все. Этим мы разделили на множители. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайки, написать комментарии. И, конечно же, пройдите по ссылке, которые у вас на экранах, на следующую 4-ю задачку.